Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня с нами в эфире Талап Сайпулович. Здравствуйте, Талап. Добрый день. В первую очередь хотел бы спросить у вас, как современные научные исследования способствуют развитию спортивных достижений? Смотрите, у нас получается, что 21 век, я еще раз повторяю, это век высоких технологий. Естественно, высокие технологии затронули такой большой кластер, как спорт. Поэтому я говорил и буду говорить, без науки мы должны быть в симбиозе с наукой. Когда спорт будет вместе с наукой, мы достигнем больших высот, именно достигая каких-то рекордов, поднятия тяжести в прыжках, в плавании, в беге. Естественно, сейчас будут использоваться, они уже используются, да, современные технологии, и мне бы хотелось, чтобы Казахстан не отстал от тех развитых стран, где эти технологии используются уже давно. Вот. Поэтому в Казахстане мы должны внедрять современные технологии именно в спорте, над чем мы хотели бы и поработать вместе, да, с другими странами, с другими компаниями. Для этого мы отрабатываем сейчас все механизмы для того, чтобы вместе с нашими спортсменами, с нашими, так скажем, профессорами с мира науки, вместе помогать нашему спортивному миру, нашему Казахстану достигать тех высот и не отставать от современных технологий. Технологий очень много. Технологий в тренировках, технологии в тренажерах, биотехнологии, физиологии. Это очень-очень так глубоко надо исследовать и готовить наших спортсменов, чтобы они были конкурентоспособны с другими странами. При том, что мы сами знаете, мы участвуем на всех международных турнирах, чемпионата мира, чемпионата Азии, Олимпийские игры есть, да? Вот. Поэтому я считаю, современные технологии должны помогать нашим спортсменам. Далее хотел спросить, какие новые технологии наиболее активно внедряются в спорт? Смотрите, технологий очень много в мире сейчас появилось. Естественно, мы знаем, что 21 век – это век новых технологий. Поэтому сейчас в спорт внедряется как искусственный интеллект, значит, биотехнологии. Также, значит, идет у нас спортивное питание. Также очень много технологий фитнес-индустрии. Значит, с появлением новых тренажеров и, так скажем, помощь нам оказывает другие достижения в науке. Поэтому, я думаю, современный спорт будет в дальнейшем более, как говорится, технологическим. Даже если сказать, что в нашем мире сейчас даже вот федерация появилась киберспорт, который дает вот именно и показывает, да, развитие современных технологий. Поэтому даже киберспорт скоро, может быть, войдет и в олимпийский вид спорта. Вот, поэтому наука всегда будет способствовать и толкать спорт к новым технологиям. Следующий вопрос – это какие ошибки в питании чаще всего совершают спортсмены? Так, значит, ошибка у многих. Вообще, если мы будем говорить о питании, это целый такой большой кластер. Туда входит, да, и диетология, спортивное питание, питание общее, вот, здоровое питание. Ну, в общем, спектр очень большой, поэтому здесь, значит, нужно очень тщательно подходить вот, именно в питании. Почему? Потому что если мы сейчас заглянем, я вообще был поражен, зайдя в интернет, я насчитал более 100 диет.
И обычный обыватель, он может потеряться. Там, если мы будем смотреть, там есть диета, да, Шелтона, Монтаньяка, Висбурга, Королева, кремлевская, японская, китайская, рисовая. Ну, в общем, обычный обыватель, зайдя, как говорится, в соцсети, может потеряться. Поэтому здесь очень нужно внимательно подходить. Ну, это, естественно, да, надо разговаривать с диетологами, это раз. Научный подход с физиологами, вот именно в питании, это второй аспект, да. И вообще питание играет большую роль, вот, как в спорте, так и в здоровом образе жизни. Для казахстанцев, вот часто мне тоже задают вопрос, какое правильное питание выбрать для казахстанцев. Я всегда придерживаюсь того, что питаться нужно так, как питались наши предки. Поэтому здесь, значит, больше всего, вот, если по диетологии сказать, то больше всего к нам подходит вот, питание по Шелтону. Вот. И нельзя забывать, вообще, если мы углубляться будем, то мы вообще можем залезть в дебри. Поэтому здесь Всевышний, так скажем, да, для нас уже давно придумал нам питание. Вот. Мы питаемся так, как питались наши предки. И питаться теми, как говорится, да, продуктами, которые выращиваются именно на территории Казахстана. Следующий вопрос – это какие преимущества дает использование машинного обучения в спортивной аналитике? Ну, смотрите, ребята, сейчас, так скажем, да, после пандемии 2020 года, значит, многие перешли именно к тренировкам в онлайн, да, скажем, онлайн-технологии. Очень, вот за эти 2 года пандемии появилось очень много таких современных технологий именно в онлайн-режиме. Поэтому сейчас, так скажем, многие тренера тренируют именно в онлайне. Не обязательно ходить в какой-то фитнес-клуб или в тренажерный зал, или еще какие-нибудь, да, спортивные залы. Вот. Сейчас вот благодаря новым технологиям, опять-таки, да, опять-таки, если мы говорим о науке, и опять-таки он нам помогает, вот, и оно, как говорится, помогает тем людям, занятыми, да, так скажем, да, крупных корпораций, которые очень не теряют времени много на, как говорится, доехать до спортивного зала, кто не может. Поэтому сейчас вот именно тренировки, как вы говорите, машинные, да, технологии, они способствуют именно для развития, и я считаю, они в дальнейшем будут больше развиваться, и больше их будет таких технологий. Вот. И я думаю, оно не будет не хуже, чем, так скажем, в офлайне, да, напрямую работать с тренером. Можно будет дистанционно обучаться, дистанционно работать и, естественно, дистанционно тренироваться. Далее хотел спросить у вас, может ли искусственный интеллект заменить тренеров в будущем? Очень интересный вопрос. Я тоже долго думал об этом. Да, если вот на вопрос отвечать, да, они заменят обязательно. Вот увидите, через 10, 15, 20 лет они заменят. Появятся новые роботы, которые будут тренировать, да. Но опасность в том, что не будет той энергетики, которой человек... Мы же для чего общаемся вообще? Человек рожден, да, Богом создан для того, чтобы мы общались, передавали энергию, обучали друг друга. Искусственный интеллект, я думаю, все-таки не даст того, что дает сам свой живой человек. Вот придя ко мне на тренировки, например, да, мы общаемся. 80% людей приходят именно для общения, получить ту энергию, тот посыл, который именно тренер передает непосредственно клиенту. Вот. Искусственный интеллект может быть помогать, но уже той энергии и того живого общения он не заменит в любом случае.
И напоследок хотел спросить у вас, почему все-таки важно развивать научные исследования в спортивной сфере? Да, правильно вы говорите, исследования должны быть. Почему? Потому что мир меняется, технологии меняются, вот. Люди тоже в том числе меняются. Вот людей, которые родились в 60-е годы, 70-е, это совсем другие. И люди, которые рождены уже в 2000 году, да, и там вот в эти годы рождаются дети, они абсолютно совсем другие. Поэтому, конечно, технологии должны быть, развитие должно быть. И я думаю, тем самым мы, конечно, будет много очень исследований, и много также будет продолжаться появление новых технологий. Вот. Но жизнь покажет. Вот пока, я думаю, все мы только на подходе к всем этим технологиям. Но мне бы самому, конечно, интересно понаблюдать и поучаствовать вот в этом. И тем самым, естественно, мы уже начали участвовать вот в этом направлении, в этих технологиях, технологии спортивных, в спортивном мире. Естественно, все на месте стоять не будет. В том числе и спортивный мир, технологии в спортивном мире, оно будет развиваться, мы должны к нему пристраиваться, вместе жить. Мы, как говорится, должны, быть вместе и что-то, помогая друг другу, мы что-то, может быть, новое и для современного молодежи, для современных людей и для будущих людей что-то будет интересное. Мне самому очень интересно, вот дай бог, если мы это увидим.